Турции объявлен общенациональный 7-дневный траур. Комитет охраны окружающей среды Республики Таджикистан запустил телефон горячей линии. Узбекистан и Кыргызстан направили в Турцию спасателей. Киев будет просить истребителей на Мюнхенской конференции. Президент Турции Реджеп Таyyip Эрдоган объявил общенациональный траур до 12 февраля в связи с землетрясением. Об этом решении он написал в Твиттер, пишет агентство Анадолу. 6 февраля 2023 года в связи с землетрясениями в нашей стране был объявлен 7-дневный национальный траур. В воскресенье 12 февраля наш флаг будет приспущен до захода солнца во всех наших национальных и зарубежных представительствах, сообщил турецкий лидер. Как пишет Анадолу, число погибших при землетрясении в Турции выросло до 2921, ранено 15 834 человека. 6 февраля землетрясение силой 7,4 балла произошли на юге Турции, вблизи города Газиантеп. Толчки магнитудой 7,8, сильнейшие на территории страны с 1939 года, начались в 4 утра. Спустя несколько часов в центральной части Турции зафиксировали еще одно землетрясение магнитудой 7,7. В турецких провинциях Кахранман, Мараш, Килис, Диярбакыр, Аданас, Муньё, Газиантеп, Шанлы-Урфа, Адыяман, Малатья, Хатай разрушено 2834 постройки. Между тем, еще одно сильное землетрясение силы 5,6 балла зафиксировано в центральной части Турции сегодня утром. По информации Европейского средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр находился на глубине 2 километра в 57 километров от города Адыяман с населением 223 тысячи и в 5 километрах от города Гельбаши, в котором проживает 28 тысяч человек, сообщает Централь-Азия.Медиа. По его данным, толчки зафиксированы в 6:13 по местному времени. Данные о погибших и пострадавших уточняются. Также посольство Турции сегодня в Таджикистане объявило сбор помощи для пострадавших от землетрясения в Турции. В сообщении посольства Турции отмечается: просьба лицам, желающим оказать помощь пострадавшим от землетрясения в Турции, направлять ниже указанные вещи посольства Турции в городе Душанбе по возможности в прозрачных пакетах с указанием на них списка содержимого. Собранная помощь будет экстренно направлена бесплатно в Турцию посредством компании «Турецкие авиалинии». Комитет охраны окружающей среды при правительстве запустил телефон горячей линии. Как отмечается в распространенном сообщении комитета, отныне обо всех нарушениях законодательства в области охраны окружающей среды жители страны могут сообщать в общественную экологическую приемную. Один из доступных каналов связи с экологами – мессенджеры горячей линии. Отправляйте материалы в WhatsApp или Telegram указанного номера телефона, в частности, о фактах наличия несанкционированных свалок бытового мусора, несанкционированных фактах вырубки деревьев, некачественной уборки территории, о стихийных автомойках, организованных в непредназначенных для этого местах, призывает в комитете. В объявлении отмечается, что при обращении по телефону горячей линии, WhatsApp или Telegram нужно обязательно указывать свои контактные данные, точный полный адрес и место зафиксированного правонарушения, ваш контактный номер телефона, чтобы специалисты в случае необходимости могли связаться с вами для уточнения информации. Контактные данные остаются конфиденциальными, подчеркивают в ведомстве. Узбекистан направит в Турцию для ликвидации последствий землетрясения 60 спасателей Министерства чрезвычайных ситуаций и 3 специальных аварийно-спасательных автомобиля. Об этом сообщает подробно.уз. Они займутся ликвидацией последствий землетрясения и оказанием помощи местному населению. Кроме того, по поручению Шавката Мирзиёева в Турцию в ближайшее время будет направлена гуманитарная помощь. Также в Турцию направлены спасатели из Кыргызстана по поручению президента Кыргызской республики Садыра Жапарова. Об этом сообщает 24 КГ со ссылкой на МЧС. На грядущей Мюнхенской конференции по безопасности Украина будет убеждать партнеров в необходимости поставок боевых самолетов и дальнобойных ракет. Об этом рассказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
В этом году мы будем продвигать на Мюнхенской конференции безопасности приоритетные для Украины темы. Ключевая – это поставки дальнобойных ракет и открытие поставок боевых самолетов, поскольку именно самолеты являются последним типом оружия, которое нужно разблокировать. Все остальные позиции мы за прошлый год открыли командными усилиями. Будем также говорить о членстве Украины в НАТО и вообще о будущем России, заявил Кулеба. По его словам, Киеву не принципиально, какие истребители будут поставлены первыми, принципиально открыть позицию, снять табу и получить первую эскадрилью самолетов. Потом уже будем определяться, учитывая доступность на рынке и обслуживание, на какую именно модель делать основную ставку, объяснил министр, назвав сомнения западных стран психологическими барьерами.